Добрый вечер, опять пятница 21:00, телеканал АТР, а это значит, что опять в эфире у нас замечательная программа «Что у них там за поребриком». В прошлой передаче меня не было, я ездил в Вильнюс, про Вильнюс я вам расскажу отдельно, на форум «Свободной России». Но за эти 2 недели я собрал вам самое лучшее, самую смакотку, вот все, что было за эти 2 недели. Растекаться мыслью по древу особо не будем, напоминаю телефон, вот каждый раз забываю, напоминаю телефон Viber, звоните, поговорим, пообщаемся. А новостей у нас много собралось за эти 2 недели, они все, к сожалению, не влезут, о чем я ужасно жалею, потому что новости просто концентрат выдержанные. Так, ну погнали. Начнем с минутки рекламы. Аркадий Бабченко подал иск в Европейский союз по правам человека. Сообщает нам газета Time, Bild немецкий. Путин убивает журналистов. Журналист подал против Путина иск. Ну, не против Путина, против Российской Федерации. Действительно, я подал иск в ЕСПЧ против Российской Федерации. Там на 14 листах мелким шрифтом расписано все, что я хотел сказать про эту замечательную страну, потому что я же мужик вредный, я собирал все в отдельную папочку, годами туда складывал, и там у меня и про Виталия Милонова, и про Марину Юденич, и про Лайф, и про Царьград, и про список русофобов, и про травлю, и про преследование, и про запрет профессии. Ну и, конечно же, вершиной всего этого попытка покушения, да? Не знаю, примут этот иск или не примут. Адвокатом у меня вызвался быть Бен Эмерсон, это адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. Он говорит, что шанс на принятие иска есть, поэтому если иск примут, будем их там замечательно возить мордой по столу, всю эту замечательную страну. Вот такая вот у нас новость. Еще одна новость, не сочтите за пиар или за рекламу, но я ее не могу обойти мимо. В Праге поставили спектакль по мотивам покушения, опять же таки, на меня. И вот у них там вот такие декорации. Вы посмотрите, пожалуйста, на эти декорации. Это, по-моему, просто замечательно. Я даже не знаю, откуда они их взяли и как им в голову пришла такая идея. Может быть, от этого даже не знаю. Но вот сегодня они мне прямо сейчас там идет премьера. Прямо сейчас вот прожане смотрят на горящий Кремль, на этот замечательный мангал. И я им, в общем-то, завидую, безусловно. Звонили мне сегодня они перед спектаклем. И я вам хочу сказать, что дождался я таки, сподобился. Меня в этом спектакле будет играть кучерявая, рыжая, молодая девушка. А вы все без руков. Вот, наконец-то, удалось. Итак, форум «Свободной России». Переходим к нему. Как я и говорил, на прошлой неделе у нас не было эфира, потому что я был на этом форуме «Свободной России». Там, ну, это такое собрание, да, русских беженцев, русских иммигрантов, которые вот против всего этого, там, против Путина, против войны, против оккупации, нормальные люди, поддерживающие вот именно нашу позицию. И проводит его Гарри Каспаров. Пару раз в год он случается, собирается там по несколько сот человек, садимся, разговариваем, как нам спасти Россию. Ну, понятно, что разговорами этими уже никого не удивить и ничего не добиться. Лично я туда езжу в очередной раз посмотреть на своих, сверить стрелки, понять, кто за это время сошел с ума, кто еще остался с нами. И там каждый раз там у нас есть развлечения, потому что на этот форум каждый раз приходят пропагандисты с российских федеральных каналов, с Первого канала, с России-24, там, из «Известий», из «Лайфа», и они там шакалят под входом, устраивают провокации, задают идиотские вопросы, и там, значит, у нас игра есть «Прогони российского пропагандиста». Первым начал эту игру Женя Титов, когда он задал замечательный вопрос, мы его не можем, к сожалению, повторить, одному из пропагандистов телеканала «Россия». Потом эту эстафетную палочку принял я. И в этот раз мы на этом форуме были с Айдером Мождабаевым, главным редактором телеканала АТР, и с Ирфаном Кудусовым, да, общественным деятелем, активистом, беженцем из Крыма. И
И вот в этот раз там была такая выставка картин Сергея Ёлкина. И на эту выставку картин пришли пропагандисты из «Известий». Да? Они записывали там, у них, видимо, теперь телекомпания какая-то есть. Они там записывали, снимали какой-то сюжет. И наткнулись непосредственно на Айдера с Ирфаном. Давайте посмотрим этот замечательный разговор. Валите отсюда. Давайте. Быстро отсюда вчера на Где ваш начальник? Где начальник? Кто начальник? Вон отсюда. Вон отсюда. Вон отсюда. Вы здесь? Валите отсюда. Валите отсюда. Валите отсюда. Я из-за вашего телеканала выехал из Крыма. Вон отсюда. Вон отсюда. Вон отсюда. Я вам руки не припинял. Вон отсюда. Вон отсюда, из-за вас комментаторы страдают. Вон отсюда. Вон отсюда, здесь лайки набираете телевизионные. Позор! Вы в крови! Вон! Позор вам! Слава Украине! Героям слава! Вон отсюда! Знаете, мне Такие же вы покупаете все только. За деньги Путина. Вон отсюда. у нас денег, у вас есть деньги? Нет у меня денег. Пошел Я вас за вас уехал из Крыма. Вон отсюда. Лучше не пускать. Я не буду. Вон отсюда. Уходите отсюда по-хорошему. Спокойно, не вас много мы сделали. Вы затеяли, конечно, вообще историю такую неприятную. Она вас не красит. Смотреть хоть по 10 раз на дню это замечательное видео. Были облиты вином и пинками, в прямом смысле этого слова, прогнаны оттуда. И 10 минут им на улице еще объясняли, что к чему. Ирфан с Айдером теперь мои герои. Переходим к новостям нанотехнологий. Прошу прощения. На форуме Путина за робота Бориса выдавали человека в костюме робота. 11 декабря в Ярославле открылся Всероссийский форум «Проектория», который ежегодно проводится по распоряжению Путина. Раньше мероприятие называлось «Будущие интеллектуальные лидеры России». В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под скибиди. Борису посвятили часть сюжета журналисты «Вести Ярославль», показав его во время слов о самых современных роботах. Других роботов в сюжете «России-24» не было. Читатели TJ быстро выяснили, что такого робота можно купить в любом магазине или найти в Гугле по запросу «костюм робота». Называется робот Борис «Костюм робот Алеша» и стоит 250 тысяч рублей. Давайте посмотрим на робота Бориса, он же Алеша. Вполне возможно, кто-то из ребят посвятит себя робототехнике. Тем более, что на форуме у них есть возможность посмотреть на самых современных роботов. Я хорошо знаю математику, но я хочу еще научиться рисовать и музыку писать. А вот танцевать робота Бориса уже научили. И причем довольно неплохо. Нанотехнологии, куда деваться? В Министерстве труда рухнул лифт вместе с работником Министерства труда. Кабина пролетела 4 этажа. Внутри в этот момент находился сотрудник министерства. Мужчина получил повреждения. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма. Блин, вот какие же у них штампы все-таки. Говорится в заявлении пресс-службы. В министерстве добавили, что для расследования данного инцидента будет сформирована комиссия. Ну, какое министерство, такой труд, такие лифты. Давайте посмотрим на достижения российского автопрома под названием УАЗ председателя. Что у нас внутри? Так, есть, открыли. Друзья, да тут вообще красота. Вот это вы видели? Потолок. Что из себя представляет? Это не иначе как
Жель. Роспись какая-то. Как в бане пахнет, как в русской избе. Деревом оббито изнутри. Здесь, смотрите, некое подобие бревна цилиндрованного. Да, это вообще. Помните, американцы раньше, в 70-х годах на тачке оклеивали их универсалы, вот в основном, да, каким-то деревом, не знаю, пленкой. Вот это еще лучше. У вас председателя главное внутри. Вот это, друзья, 1 028 000 стоит УАЗ остекленный для председателя. Ну что, каждый из вас мечтал побыть в роли директора колхоза. Заходите. Вот это поворот. Да? Очень круто. Что мы тут видим? Бревна. Какие-то включатели печек и выключатели. Телевизор. Нормальный такой. Что там мелочиться? Планшет какой-то ставить? Надо брать, я считаю. Был бы я председателем, я бы обязательно взял этот замечательный автомобиль за 20 тысяч долларов или почем там у них сейчас курс, я не знаю. Чиновники объяснили установку коробок вместо тумбочек в больнице под Волгоградом. В городе Волжский, был я в городе Волжском, делал там расследование про местных бандитов, ночевал в гостинице, привязал себе к руке утюг на шнуре, чтобы отбиваться, потому что это очень стрёмный город, вот совсем стрёмный. В городе Волжский, в Волгоградской области, в палатах больницы номер 1 вместо тумбочек для вещей пациентов поставили картонные коробки. Телеграм-канал «Гаситель» опубликовал фотографию одной из них, которую получил от читателя. Коробки стоят во всех палатах на 5-м этаже больницы. Замечательное нанотехнологичное решение. Это не коробка, вы не понимаете. Это костюм тумбочки под названием Алеша. Стоит, наверное, тоже 250 тысяч рублей. Давайте посмотрим, как в Капустином Яру запустили С-300. Не знаю. Не на нас, ушла от нас. В сторону Актубинска пошла. Она обратно вон падает. Блин, кассета горит. Включай. Включай, сирену включай. Сирена не нужна. Маяки работают. Что тушит-то? Пенал. Степь не пенал тушит. Золотая рыбка, сделай нас большими, страшными, чтоб летали и не падали. В США пристыдили Роскосмос за сказки. Роскосмосу и его партнерам вместо демонстрации видеороликов на YouTube и необоснованных обвинений в адрес американской компании SpaceX следовало бы создать новую ракету, полагает редактор Ars Technica Эрик Бергер. Американское издание обратило внимание на заявление генерального директора Российского центра Келдыша Владимира Кошлакова, который, представляя в ролике на YouTube облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой, заявил, что SpaceX использует старые технологии. Когда в вашей стране летают ракеты и корабли, созданные полвека назад, вы не можете говорить, что другие страны используют старые технологии. Создайте двигатель и прекратите делать видео для YouTube, и мы поверим, что он когда-нибудь появится. Напомню, что недавно на YouTube появился ролик, в котором представляли новый какой-то космический, ну это, видимо, он же и есть, представляли новый космический аппарат, срисованный с фильма «Аватар».
Давайте посмотрим на еще один замечательный запуск российской космической ракеты. Короче, приехали на охоту. Вчера в избе остановились. Слышим шум. Во сколько было, Серега? Так уже темнело. Да, где-то часов 10 или 10 там. Вот. Сейчас ехали по бетонке. Вон машина, если далеко посмотреть, белая стоит. По бетонке. Вон УАЗик. Вот лежит такой аппарат инопланетский. РКЦ Прогресс. Вот так вот. Пришли по болоту. Охуеть вообще. Оце діло. Вот так вот, Виктор Викторович. Вот так едешь по бетонке. Бабах на голову упала. И пи***. Ну, а вы говорите, Россия страна возможностей. Поехал на охоту, вернулся с первой ступени в космической ракеты. На УАЗике председателя. Замечательно. Напоминаем вам телефоны. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ответим, расскажем и покажем. Что-то у нас по космосу сегодня все пошло. РКК «Энергия» и Технологический университет Наукограда Королев создали имитатор лунной поверхности с элементами перспективной лунной базы. Это уникальный экспериментальный полигон. Нет грунта, но есть рельеф, ровер и лунная база. Лунодром расположен на территории колледжа космического машиностроения Технологического университета. Давайте посмотрим на этот уникальный экспериментальный полигон, где есть ровер и лунная база. Ну вот что вы смеетесь? Мужик в костюме робота Алеши с лампасами Adidas от гопника ходит по стройплощадке, по которой ездит китайская игрушечная машинка и стоит просверленная бочка. И все это называется уникальный экспериментальный полигон, на котором нет грунта, но есть рельеф. Прототип аэротакси, разработанный в Сколково, не смог пройти первое испытание и рухнул в сугроб. Дрон разрабатывала компания Бартини. Бартини, ничего себе, Бартини это же, по-моему, авиаконструктор, который строил совершенно чумовые самолеты. Стоимость аппарата оценивается в 12 миллионов рублей. Комментарий по поводу неудачного тестирования дал генеральный директор компании, которая занималась разработкой, Илья Хныков. «Мы не знаем, что произошло», — ответил он. Давайте посмотрим на то, что произошло. Рыбка, сделай нас большими, страшными, сильными, чтобы летали и не падали. Россия завершила испытание комплекса арт-разведки «Пенициллин». Мне у них нейминг, конечно, всегда был потрясающий, он меня всегда поражает. Испытания нового российского комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б-75 «Пенициллин» успешно завершены. Как отмечается, поставка первых двух образцов комплекса запланирована на 2020 год. Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены, проинформировали в пресс-службе холдинга. Давайте, пенициллин-то бог с ним, пенициллин каждый дурак сможет сделать, а давайте посмотрим на действительно уникальную российскую разработку, которая даже все-таки что-то и проехала. В России испытали автомобиль с деревянной подвеской.
Что, едет же? Я так полагаю, это подвеска УАЗика председателя за 1 000 000 рублей, надо полагать. Новости духовных скреп. В интернете пользователи нашли вип-батюшку, который хвастался вещами от Луи Виттона. Давайте посмотрим. Зашел закупиться Луи Виттон. Ну что, хороший, духовный батюшка, что докопались до человека. Ну подумаешь, тапочки Луи Виттон. Жаль, цену не назвали, я бы посмотрел еще, сколько они стоят. А у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте. Добрий вечір, Аркадій. Олександр з Полтавщини. Питання таке, питання про невеселе. Українська журналістика, вона скоріше жива чи скоріше мертва? Чи вона існує взагалі? Отаке от. Спасибо вам за вопрос. Я вам скажу так. Украинская журналистика живее всех живых. Потому что это отлично видно, например, опять же, в сравнении с нашим замечательным северным соседом, где уже абсолютный такой гранит дохлый, и кроме Скобеевой ничего не осталось, и никто никуда ничего пролезть не может. То, что в Украине 100 телеканалов, 500 газет и 850 миллионов СМИ, это только замечательно, только хорошо. Другой вопрос качества. Ну, безусловно, все качественными быть не могут, но, безусловно, качественные издания есть. Настоящая журналистика... Что ж такое-то, простыл я в Вильнюсе, прошу прощения. И настоящая журналистика, конечно, присутствует, и свобода слова есть, и свобода прессы есть, и свобода средств массовой информации есть. И все это просто невероятно замечательно, я вам хочу сказать. Единственное, что тут вот подчиненный или знакомый Медведчука, сейчас опять сегодня прошла информация, к Ньюсвану прикупил себе 112-й. Я не знаю, у нас же вроде как военное положение, и мне кажется, под военное положение вот всех этих агентов влияния можно было бы приотлично закрыть, но что-то вот власти не хотят этого делать. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, в эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, Аркадий. Здравствуйте, говорите. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Аркадий, вы человек года по версии журнала «Тайм». И смотрел уж по этому поводу репортаж Скобеевой. Да, очень много лекций она о вас сказала. И меня, знаете, набивает событие 1975 года, когда покойному Сахарову присудили Нобелевскую премию. Сколько было грязи и негатива в отношении Андрея Дмитриевича. И точно такой же эпизод через 43 года по поводу награждения имени Сахарова Сенцова, когда по Первому каналу отдельное слово репортаж награждения и одновременно поливали грязью всей нефтью эту процедуру и Сенцова. Ваши комментарии по этому поводу. Спасибо. Да, спасибо. Ну, слушайте, это такая страна зацикленная. У них там есть несколько точек. Вот они полоскали Сахарова, потом ставили ему памятники, носили на руках. Сейчас опять полощут Сахарова. Потом, я в связи с этим вспоминаю даже не Сахарова, я вспоминаю Политковскую. Сколько на нее было вылито грязи. Господи, как же ее только не полоскали. Самая главная претензия к ней была, что Политковская никакой не журналист. Сейчас именем Анны Степановны называют площади по всему миру, да? Но в России все равно по-прежнему полощут, конечно. Вот я вам обещаю, я вам гарантирую, что через 20 лет они будут ставить памятники,
Фу, не дай бог, конечно же, да, но Сенцов там станет народным героем, и они будут называть его именем улицы и ставить памятники ему еще при жизни, да, я вот это хотел сказать. А потом еще через 20 лет начнут полоскать. Поэтому, что там происходит, Скобеева моя любимая, я скачал себе этот репортаж, не репортаж, а этот выпуск, положил его в отдельную папочку и время от времени пересматриваю, потому что это надо изучать как жизнь глистов, понимаете, это жизнь насекомых, таких, жизнь вот этих вот уховерток, которые там во всем этом чем-то возятся и брызгают ядом. С точки зрения энтомолога это ужасно интересно, конечно. А вот сейчас я бы вам посоветовал нервным беременным людям не смотреть следующую фотографию, а также убрать от экранов детей, потому что Гарик Сукачев сфотографировался Никосом Сафроновым, крестом и Сталиным на груди. Эту татуировку этот замечательный человек, оказывается, сделал еще в 2012 году. Я не знаю, я вот в принципе просто не понимаю, я не могу себе представить, что должно происходить у человека, чтобы начав свою жизненную карьеру как рокер, да, с протестов против Советского Союза, закончить ее в обнимку с Сафроновым и татуировкой Сталина на груди, блин. Это психиатров нам нужно сюда. Один я разобраться в этом не смогу. Вертолеты с галоперидолом. В Барнауле здание единственного в городе планетария передали РПЦ. Планетарий в Барнауле был создан в 1949 году. Он занял здание Крестовоздвиженского храма. В 2012 году РПЦ обратилась к властям города с просьбой передать здание планетария в ведение епархии. Нового помещения, где мог бы разместиться планетарий, власти не нашли. Его предлагают создать в кинотеатре «Родина», но тот временно занимает кукольный театр, для которого строят отдельное здание. В епархии заявляют, что готовы к диалогу с городскими властями, но священнослужители намерены восстановить богослужение в Крестовоздвиженском храме. Барнаульский планетарий – один из старейших в России. Ежегодно там проводили семинары с учителями физики и астрономии по работе с одаренными детьми. Теперь там будут проходить, ну, я вот здесь даже не знаю, да, была церковь, пришел Сталин, пострелял священнослужителей, устроил в церкви планетарий, потом пришла церковь, выкинула планетарий с одаренными детьми к чертям собачьим и начинает насажать своих попов, которые покупают тапочки Луи Виттона. Страна такая. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, Катя, слышите меня? Да, говорите, пожалуйста, погромче и задавайте свой вопрос. Алло. Да, говорите. Да, это Дмитрий из Днепра, опять привет. Приветствую, Дим, приветствую. Поздравляю с тем, что ты один из тех людей, которые выбрали человеком года. Действительно, это очень интересный выбор, потому что со всех сторон везде говорят о там, смерти журналистики, блогинг, эпоха постправды, правды больше нет, есть мнений. И, конечно, такой выбор 6 пострадавших журналистов, один из которых, да, праворазно понятно, но он все-таки погиб. И, да, действительно, это очень интересный выбор. Я поздравляю тебя с тем, что ты один из них. Я хочу, чтобы мы такие на Абрамсе приехали, покатались и, пожалуйста, запомни, учи комические куплеты. Приедем, будем два придурка. Никто ни одного куплета не знает. Спасибо. И куплеты. Береги себя, будь здоров. Спасибо. Я знаю, что... Спасибо. Я знаю, что думаю. Я думаю, что хорошо, мы тогда в Славянск с тобой не поехали. Хорошо, что мы тормознулись на этом блокпосту, да, и хорошо, что развернулись. А то бы, конечно, сейчас бы уже 5 лет оба с тобой были бы мертвые. Батюшка освещает установленный в Джанкое С-400. Это пенициллином, наверное, брызгает. В Петербурге школьник выстрелил мужчине в глаз из ракетницы из-за спора о Великой Отечественной войне. У нас новости духовных скреп, я напоминаю.
Инцидент произошел 20 сентября на Бухарестской улице. Источники отмечают, что мальчик является членом неформального националистического движения. В чем именно заключался его спор с мужчиной, не уточняется. Давайте посмотрим нашу любимую рубрику «На Берлин», в этот раз из Ростова. Присылайте нам в комментариях, как вы думаете, в чем был смысл этого действия. Я, например, разгадать не могу. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Александр, город Киев. Слава Украине. Героям слава. Хотел задать вопрос. Вот вы пишете про Абрамс. А куда сбрасываться конкретно на Абрамс, вы еще до сих пор не указали. Нет, почему? Мы говорили, что Абрамсы у нас должны приехать, конечная точка нашего маршрута. Нет, куда приедут, это понятно, на Кремль. Я имею в виду счет для сбора средств на Абрамс. Да, хорошо, спасибо, понял ваш вопрос. Нет, Абрамс мы получим бесплатно в качестве поддержки от наших союзников натовских, и даже не то, что в качестве поддержки, просто когда там все рухнет, они туда повезут очередную гуманитарку, а чтобы гуманитарку не сожрали по дороге, там будут голубые каски на Абрамсах, и на один из них мы-то с вами и присоседимся. Да что ж такое-то, дайте про сахалинских коммунистов прочитать. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Сергей, город Киев. Меня интересует такой вопрос. В России были так называемые оппозиционеры, которые противопоставляли себя путинским властям, и сейчас они начинают повально эти власти поддерживать. Скажите, пожалуйста, а в чем, как объясняется этот феномен? Спасибо. Феномен объясняется тем, о чем и мы, и Айдер как раз уже толдычим не первый год, это кристаллизация Рейха, да? Потому что все, когда вот после 2014 года Россия окончательно свернула в сторону Рейха, да? Не до Рейха все-таки, слава богу, еще на наше счастье. И закончится все тем, вот все, сейчас Керчь, по-моему, была очередной точкой, очередным водоразделом, да, после которого уже все, люфта уже не будет, да, тебе придется выбирать, ты либо по ту сторону будешь, либо по эту. А поскольку по эту сторону быть тяжело, да, это надо либо садиться в тюрьму, либо все бросать и уезжать, потому что жить там тебе, конечно, уже не дадут, да, либо все время подвергаться нападкам, либо там не вылезать из административных арестов, то вот люди понимают, что ну вот так вот все сложилось, что делать. Рейх закостенел, ну надо в него как-то, ну не то чтобы встраиваться даже, да, постараться как-то вот оградиться от него, жить в своем мирке, да, и там минимизировать свое общение с ним, но по факту ты все равно в него встраиваешься, не дадут тебе это делать, все равно тебе придется делать выбор. И, пожалуйста, вот я 4 декабря, когда Нюта Фидермессер была назначена в ОНФ вместе с такими замечательными людьми, как Захар Прилепин, и кто там еще, по-моему, Максим Шевченко, или кто там, я сейчас не помню, боюсь ошибиться. Я 2 недели назад написал, что ставлю бутылку виски против 3 ржавых гвоздей, что Нюта Фидермессер будет приглашена в Кремль на вручение каких-то там очередных медалей в течение следующего года. Вот сегодня пришла новость, что Владимир Путин встретился с Анной Фидермессер. Там просто нет другого пути. Ай, сахалинские коммунисты, подождите. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Доброго вечора, Аркадій. Мене звати Олександр, я з Вінниці. Щось в засобах масової інформації зараз зовсім заглохли відносно
подій в Грузії відносно тих виборів. Що там зараз, що робиться, цікаво знати. Ви в курсі? Ой, не могу я вам ответить на этот вопрос, потому что не силен я в грузинской политике, не знаю, кто такая Саломе, кто был ее там оппонентом, и что значит ее теперь победа, не могу сказать, не разбирался, не было у меня сейчас пока времени, прошу прощения. Итак, Сахалин и коммунисты. На Сахалине коммунистам запретили проводить митинг за сохранение 4 Курильских островов в составе России. Коммунисты намеревались провести митинг 15 декабря, пишет Сахком. Однако в мэрии разрешения не дали, объяснив это тем, что на площади Победы в городе состоится мероприятие, посвященное международным детским играм «Дети Азии». При этом ранее сообщалось, что эти соревнования пройдут на Сахалине в феврале 2019 года. Альтернативную площадку инициаторы митинга не предложили. Они снова попытаются согласовать акцию. Я бы не согласовывайте вы акцию. Вы что, друзья мои, пусть выйдут на несогласованный митинг, получат дубинками и сядут на 25 суток за то, что хотят оставить Курильские острова в составе России. Это будет, по-моему, совершенно замечательно. Родина тебя бросит, сынок, всегда. Житель Забайкалья пытался обокрасть магазин, за ограбление которого он уже отсидел в колонии. Вечером 2 декабря 24-летний подозреваемый, угрожая ножом, попытался ограбить магазин цифровой техники. Посетитель магазина выбил нож из рук нападавшего и остановил его. В этот момент продавец вызвал полицейских, которые задержали грабителя. Следствие установило, что несколько лет назад подозреваемый уже грабил этот магазин, также неудачно, был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы. В отношении грабителя возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ты не отчаивайся, мужик, мы все держим за тебя кулаки, выйдешь через 8 лет и в 3-й раз у тебя точно получится, наверняка, ну или не получится, ну или еще раз отсидишь. А давайте посмотрим на краснодарского грабителя Петю. Я тоже сейчас разобью это все на. Она не видит? Уберите камеру. Иди отсюда, мальчик. Нет. Представление окончено. Деньги ему. Какие тебе деньги? Что на кассе лежат? На кассе лежат что? Да. Что на кассе лежат, то далеко не твое. Мое, давайте деньги. Угу, сейчас. Сейчас же давай. Угу. Мальчик, уходи по-хорошему. Нет. Я знаю, что ты Петя. Я не Петя, вы ошиблись. Петя, давай свою драную шапочку сними. Нет. И мы видим, что ты Петя. Нет. Давай. Нет. Да что ты в самом деле? На Алтае организация по профилактике ВИЧ закрылась из-за нехватки средств на выплату судебного штрафа. Алтайский краевой суд оставил без внимания постановление Бийского горсуда, которое оштрафовало организацию выбора на 150 тысяч рублей за отказ признать себя иностранным агентом и добровольно войти в соответствующий реестр. Суд признал политическими несколько акций выбора, в рамках которых НКО бесплатно распространило 600 экспресс-тестов на ВИЧ. 41 показал положительный результат. Более 100 тысяч чистых шприцов и 20 тысяч презервативов. Суд эти доводы проигнорировал. Но зато Иркутский СПИД-центр купил новейший iPhone на деньги фонда Элтона Джона. Покупку исключительно в рабочих целях будут использовать для вовлечения и консультации пациентов. Государственный центр по борьбе со СПИДом в Иркутской области купил iPhone XS Max на 512 гигабайт за 123 тысячи рублей. Как обратило внимание издание CNews, деньги на устройство взяли из фонда Элтона Джона. Главврач, руководитель центра Юлия Плотникова объяснила, что iPhone купили для реализации международного проекта по вовлечению на терапию представителей ключевых групп. Для этого необходимо использовать приложение, связывающее пациента с ВИЧ или туберкулезом, и врача. По словам Плотниковой, приложение работает только на iOS, и смартфон будут использовать исключительно в рабочих целях. В центре не уточнили, что это за приложение, по какой причине для его работы нельзя использовать менее дорогие айфоны старых моделей.
Взрыв гранаты в квартире жилого дома в Подмосковье унес жизнь женщины, а трое ее собутыльников сильно пострадали. Компания маргиналов не поделила самогон, и один из участников попойки привел в действие боеприпас. Со слов хозяйки, ее собутыльник Владимир взорвал гранату, все остальные были рядом с ним. На вопрос, откуда у мужчины боеприпасы, женщина ответить не смогла, а сам Владимир был не в состоянии. Со слов Ольги, в их компании произошел конфликт из-за того, что собутыльники не поделили самогон. Владимир же наверняка прям вот уверен, что окажется, что Владимир защищал русский мир на Донбассе, и боеприпас у него именно оттуда. Зато в Омской области сошли с рельсов более 70 вагонов военного поезда. Инцидент произошел вечером 30 ноября. Грузовой поезд сошел с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей. Из 70 вагонов более 20 перевернулись. Часть перевернутых вагонов была с гаубицами и гусеничной техники. Часть цистерны с мазутом. На грузовых платформах везли артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Давайте посмотрим. А, вот их как раз и везут, эти артиллерийские установки. Ну и закончим мы новости духовных скреп встречей Владимира Путина и Салаха. Два убийцы. Один убил Хашогги, распилив его бензопилой и растворив в кислоте. Второй поубивал вообще тысячи человек. Давайте посмотрим, как два одиночества нашли друг друга. In the G20 and, well, that is Russian President Vladimir Putin and almost a high five with Mohammed bin Salman, and they're sitting right to this. I must say, cynicism has a face. Мне кажется, у России появился новый друг, с которым они понимают друг друга с полувзгляда и говорят на одном языке. Переходим к новостям культуры. Заместителем руководителя по литературной части МХАТа имени Горького назначен писатель Захар Прилепин. О кадровых перестановках глава Минкульта Владимир Мединский и советник президента Владимир Толстой объявили на встрече с сотрудниками театра. Ну, правильно, отлично. Что, на репетицию теперь сотрудники театра, видимо, будут ходить строем, текст зачитывать в виде доклада, а в отпуск ездить на Донбасс. Я бы предложил не останавливаться на этом и назначить министром здравоохранения байкера-хирурга. Ну что, доктор же, в конце концов. Давайте посмотрим про небезызвестного какого-то там Канта. Обращаемся ко всем здесь с убедительной просьбой. Там у нас 4 кандидата претендуют, значит, для того, чтобы аэропорт носил его имя. Вот, это Елизавета Петровна, значит, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Вот. Но говоря о Канте, все говорят, Кант, остров, там еще что-то. Это человек, который предал свою родину, который унижался, и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет. А мы, как люди военные, понимаете, и люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь. Благодаря кому существует Балтийский флот, Балтийские, в Калининграде наши суда и корабли стоят. Кто штурмовал вот этот город Балтийск под названием Пилау и жизни своей здесь положил, понимаете? Как брали город Кёнигсберг. И я всех... Без комментариев. Ивана Охлобыстина не пустили на мероприятие недели российского кино в Лондоне. По решению британского правительства актера Ивана Охлобыстина не пустили ни на одно из мероприятий недели российского кино в Лондоне, хотя он и получил визу в Великобританию. Я не знаю, честно говоря, для меня данная ситуация в новинку в силу геополитических изменений, поэтому я предпочитаю не разбираться. Я существую в среде своих коллег, профессионалов, и мне этого вполне достаточно. Передает его слова РЕН-ТВ. В Лондоне демонстрировался фильм с его участием в «Временной трудности». А что в Лондон-то он поехал, я не пойму. Ну пусть на Донбасс ездит, пусть в Крым ездит. Он же у нас сильно болел за все это дело, а тут в какой-то Лондон непонятный. Давайте посмотрим аэрографику ДНР. И, кстати, эти ребята настолько умны, что даже рекламируют свои услуги на OLX. Самое основное, когда рисуют портреты,
передаешь. То есть это характер человека, взгляд. Это самое главное. Даже если там где-то что-то будет недоработано, если взгляд будет правильный и глаза живые, то картинка будет смотреться. Все почти готово, осталось лишь наложить тени и покрыть лаком. Последние штрихи, говорит Евгений, займут не больше суток. Дольше почти неделю рисовал эскиз, прорабатывал детали. Идея изобразить портреты героев ДНР на капоте, признается автор, не его. Сделать это на своей машине его просила жительница Новоазовска, которая лично знала Гиви и Моторолу. Они уехали, все, и как бы были отзывы, там спасибо большое, вот моя мечта сбылась. Вот, ну, ездят до сих пор. Ну, решил я, чтобы не только в Новоазовске, и в Донецке у нас каталась такая машина. Вот. Я стараюсь не повторяться. Вот, то есть это единственный раз, когда я повторился. Благодаря героям ДНР старенькие «Жигули» 78-го года выпуска получили новую жизнь. Встретить это авто можно будет и на дорогах Донецкой и Луганской республик, а также в России. Я так понимаю, это вместо иконок. Ну а что, святые же. Пристегиваться теперь не надо зато. Экс-глава МИД Германии обвинил Украину в попытках втянуть Берлин в войну с Россией. Власти Украины, используя инцидент в Керченском проливе, пытаются втянуть Германию в войну, считает бывший руководитель германского МИД Зигмунд Габриэль. «Думаю, нам нельзя позволить Украине втянуть нас в войну, а украинцы пытаются это сделать», сказал он в интервью новостному телеканалу NTV. Он также подверг Киев критике за призывы направить в Черное море военные корабли НАТО и закрыть для российских кораблей, следующих из Азовского моря, иностранные порты. Бывший министр предложил германским властям прилагать усилия в направлении деэскалации ситуации, выступив посредником между Россией и Украиной, а не втягиваться в конфликт. Вот оно оказывается что? Оказывается, это власти Украины пытаются втянуть Европу в войну. Какие нехорошие-то, ты смотри. А несчастная Германия сопротивляется и сопротивляется этому, и все за мир да за мир. И эту планету погубит инфантилизм. Ну или путинские бабки. Давайте посмотрим еще одну замечательную певицу и свидетельство, наидостовернейшие свидетельства про снайперов-негров и электриков в бронежилетах. Это противостояние России и пиндосов. Я так для себя определила. Понятно, что просто там все с ними, и укропы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки, и латышские. Все там сидят, то есть все негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют старух в огородах. Ну, просто вот у них обмундирование, барахло, там они его как бы окупают или что они с ним делают. Сидят, пьют кофе и просто там электриков на столбах. Ломают допустим, ломают высоковольтную линию и сидят снайпера просто укропские или какие уж, я не знаю, кто там они по национальности, и ждут просто, чтобы в брониках электрики чинят, провода гибнут, прикинь. То есть коммунальщиков тоже там, подлая война. Бог с ними, с электриками в бронежилетах на столбах. Но меня каждый раз потрясает, насколько же живучим оказался этот миф о белых колготках. Он первый раз появился, если я не ошибаюсь, в Приднестровье, потом перекочевал в Абхазию, оттуда в первую чеченскую, где расцвел пышным цветом, потом вторая чеченская. Вот в Грузии он немножко попритих, в Грузии особо так про литовских, латышских, прибалтийских, в общем-то, биатлонисток слышно не было. И опять здесь, на Донбассе. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть войн пережил этот миф. И все живуче. Какие биатлонистки-то литовские, прям валькирии. В Крыму возбудили первое уголовное дело о недоносительстве. Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск. Его допрашивали, дело возбуждено ФСБ. То есть дело возбуждено о нестукачестве. Я вам говорю, эта страна превратится действительно уже совсем в рейх. Давайте посмотрим, как головой поехала и Наталья Солженицына, вдова великого русского писателя, который хотя тоже таким же имперцем был.
Это то самое желание не иметь больше в лице России конкурента. Вообще не иметь конкурента. Ну, территория, большая территория, там тайга, тут степь. Ну и живите как-нибудь, и ресурсы у вас большие, будем их от вас откачивать, так сказать, ну, заплатим за них. Ну, в общем, живите себе, как говорится, в своих хатах. Но это то, что сейчас с Украиной происходит. Ну, конечно, так Украину, там и землю все испоганят. Там вообще, на них вообще не смотрят, как на людей. Конечно, Запад их просто будет использовать. Нам такая участь не нужна. И когда Россия вдруг, вот в путинские времена, начала слово обретать какую-то силу военную, внешнюю силу, это совершенно обескуражило и разозлило Запад. Они не думали, что так будет. Ну вот что с ними происходит? Вот объясните мне. Вот я не знаю. Наверное, ничего не происходит. Наверное, всегда такими были, в общем-то. Житель Брянской области сжег 4 дома, чтобы отомстить жене, и еще 2, чтобы запутать полицейских. Жители Жуковского района обвинили в поджоге 6 домов в поселках Ржаница и Красный Бор. Мужчина объяснил свой поступок жаждой мести бывшей жене. Первый вызов пожарных пришелся на 21 ноября. На месте пожара обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости. По факту происшествия было заведено уголовное дело. За несколько дней в поселках Ржаница и Красный Бор сгорели еще 4 дома. Во время пожаров никто не пострадал. Подозреваемого полицейские задержали. Им оказался 40-летний местный житель. Он признался, что 4 дома поджег в отместку бывшей жене и родственникам, а еще 2, чтобы отвлечь полицейских. Во всех случаях он действовал одинаково, обливал бензином или керосином входную дверь, а затем поджигал. 3 дома сгорели полностью, другие 3 частично. Напомним, что в 2014 году подросток из Брянской области сжег 2 дома, потому что ему нравилось смотреть на огонь. Мужчина переоделся в женщину, чтобы сходить на свидание и украсть у кавалера телефон. В Иркутске в полицию обратился местный житель, который заявил о краже у него мобильника. Потерпевший рассказал, что недавно познакомился на сайте знакомств с очаровательной барышней, назначил ей свидание, даже снял с этой целью квартиру на сутки. Начиналось все хорошо. Он привел пассию на съемную квартиру, они немного выпили, и кавалер сразу отключился. А когда пришел в себя, не обнаружил ни девушки, ни своего телефона. Хорошо, что не обнаружил пульт от телевизора. Вы помните эту эпическую историю про военного писателя, который пульт от телевизора нашел у себя, скажем так, внутри? Сыщики незамедлительно установили и доставили в отдел подозреваемую. При выяснении ее личности оказалось, что по документам она является мужчиной, однако представляется окружающим женщиной, носит соответствующую одежду, прическу, макияж, сообщает ГУВД МВД России по Иркутской области. Более того, выяснилось, что мужик в платье еще и ранее неоднократно судим за кражу, нанесение телесных повреждений и оскорбление представителя власти. У нас новости духовных скреп, я вам напоминаю. Давайте о хорошем. Есть у нас еще и хорошие новости. В Камбодже 2 лидеров красных кхмеров впервые осудили за геноцид. Оба приговорены к пожизненному заключению. 92-летний Нуон Чи и 87-летний Кхиео Сампхан признаны виновными в геноциде в Камбодже и приговорены к пожизненному заключению. Новый вердикт впервые в международной судебной практике признает события 70-х годов в Камбодже геноцидом, когда коммунистическое движение красных кхмеров под руководством Пол Пота пришло к власти в Кампучи в 1975 году. Сампхан в то время занимал пост президента страны, а Нуон Чиа некоторое время заменял Пол Пота на посту премьер-министра. За время правления красных кхмеров, что продлилось до 1979 года, в стране погибли около 2 миллионов человек. Всех запишем, и всех, кто останется жив, потом увидим на скамье подсудимых. Владимир Владимирович, это вам в основном новость. В Пермском крае охотникам, которые спасли пропавших школьников, подарили педикюрный набор. Неделю назад все Прикамье искало 2 мальчиков 10 и 13 лет, которые заблудились в лесу. Найти их удалось охотникам, которые вывели ребят, младшего пришлось выносить из леса на руках. За подвиг суровым мужикам подарили матрешку, набор для педикюра, блокнот, шоколадку и коробку с названием курорта. Я-то думал, путевку нам подарили, кости полечить, но это оказался рекламный диск. Видимо, что было на складе, то и дали, рассказывает один из охотников.
На перронах автовокзалов в Тюменской области появились клетки для пассажиров. Таким образом, выполняется поручение Минтранса о необходимости ограничить доступ посторонних лиц в перевозочный сектор. Нововведение должно повысить безопасность пассажирских перевозок. На Тюменском автовокзале выполнить приказ Минтранса планируют в ближайшее время. В перевозочный сектор будут пропускать, перевозочный сектор — это клетки они так называют. В перевозочный сектор будут пропускать только при наличии билета на ближайший автобус. Выйти на перрон без него будет невозможно, отметили в администрации Тюменского вокзала. Сотрудники автостанции сказали, что первое время пассажиры возмущались, но вскоре привыкли. Давайте и закончим, у нас время подходит к концу, и давайте мы с вами закончим совершенно замечательным видео из города Бийска про елочку. Подарили жителям предновогоднее настроение. Сегодня в нашем городе на площади перед Дворцом культуры и спорта Бийского оливного завода установили елку. А про елочку-то скажите нам. Елочка нравится? А я 10 тысяч пенсий, 2 высшее образования. Получил пенсию 10 тысяч. 5 тысяч на карте. На что я живу? Хуй бессонница доедаю. Елочка мне нравится. Елочка, мне нравится. Наступающим Новым годом, дорогие россияне! Увидимся через неделю. Всего доброго. Удачных всем выходных.